эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Марьяна Кутукова. Долги россиян за ЖКХ коммунальщики планируют передать коллекторам. Возможность привлечения профессиональных взыскателей рассматривают уже несколько компаний, в частности Мосэнерго и Росводоканал. Последняя, как сообщает газета «Коммерсант», уже передает часть задолженности коллекторским агентствам на этапе досудебных мероприятий. В свою очередь, сами коллекторские агентства высказали серьезную заинтересованность взысканием долгов граждан по оплате услуг ЖКХ. По оценке руководителя агентского комитета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Виктора Семендуева, сейчас поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения. Для поставщиков услуг ЖКХ ассоциация собирается разработать стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств, рассчитывая увеличить объем передаваемых долгов. Тем временем потребление электроэнергии в России в октябре снизилось на 1,6%. По данным системного оператора единой энергосистемы страны, снижение показателей произошло из-за теплой погоды второй месяц подряд. Среднемесячная температура наружного воздуха выше по сравнению с прошлым годом. В октябре этого года ее значение составило 6 градусов, что на 2,5 градуса выше, чем в октябре прошлого года. Ну а жителям Тикси сэкономить при оплате счетов за электричество помогут новые ветроустановки. Сегодня в поселке запустили японские ветроустановки общей мощностью 900 киловатт. Прогнозируемая экономия дизельного топлива от их запуска составит 500 тонн в год, что составляет около 700 миллионов рублей. Жители Тикси сэкономят до 20% от затрат на оплату электроэнергии. На первом этапе комплекс будет работать совместно с уже имеющейся в поселке дизельной электростанцией. В следующем году намечена установка 3 дизель-генераторов общей мощностью 3 мегаватт, а также монтаж накопителей электроэнергии. В 2020 году начнется демонстрационный период всего комплекса. Мы должны увеличить долю использования альтернативных источников генерации энергии в 2 раза к 2024 году. Новые технологические решения позволят в перспективе снизить эксплуатационные затраты за счет экономии на приобретение дизельного топлива, а также создадут дополнительный резерв надежности электроснабжения. Сегодня мы можем гордиться, что Якутия в этом плане впереди многих регионов, сказал министр ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрий Садовников. Напомним, Япония выделила ветроустановки и дизель-генераторы безвозмездно. Японская сторона нацелена на испытание оборудования в условиях экстремально низких температур и сильных ветров. Сегодня они рассматривают возможность установки 3 новых ветроустановок в поселке Черский. В 2019 году начнется масштабная реконструкция северных аэропортов. В рамках реализации программы развития транспортной системы России в следующем году начнут приводить в порядок аэропорты Сеимчан в Магаданской области и 4 аэропорта в Якутии – Верхневилюйский, Жиганский, Алекминский и Нерюнгри. Основной объем работ придется на аэропорты, где запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы. В аэропорту Жиганск взлетно-посадочная полоса сохранит грунтовое покрытие, появятся рулежные дорожки и перрон. На время всей реконструкции аэропорт сможет принимать и отправлять пассажиров без каких-либо ограничений. В аэропорту Алекминск запланирована полная замена грунтового покрытия на искусственное, которое ограничит движение воздушных судов на период работ на летнем поле. Однако в дальнейшем это решит ежегодную транспортную проблему с размоканием взлетно-посадочной полосы в районе, сообщил генеральный директор компании «Аэропорты Севера» Вадим Волков. Также в следующем году стартует реконструкция в аэропорту Нерюнгри на сумму более 7 миллиардов рублей. Срок окончания работ – 4 года. Кроме того, в 2019 году начнутся проектно-взыскательные работы по ремонту аэропортов Маган, Уснера и Полярный. Минфин направит на закупку валюту более 520 миллиардов рублей доходов от нефти. Об этом говорится на сайте ведомства. Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 525,8 миллиардов рублей. Операции будут проводиться с 8 ноября по 6 декабря текущего года. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 25 миллиардов рублей, отмечается в сообщении.
По прогнозам Минфина, дополнительные доходы бюджета от нефти в ноябре составят 513 миллиардов рублей. Минфин начал покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в феврале прошлого года для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от цен на нефть. Согласно этому механизму, на закупку иностранной валюты направляются дополнительные доходы от более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть – выше $40 за баррель. Для резервов закупаются доллары, евро и фунты. Ну а сегодня, по данным Центробанка России, курс доллара составляет 65 рублей 99 копеек. Со вчерашнего дня доллар вырос на 0,41 копейку. Евро вырос на 0,32 копейки и составляет 75 рублей 32 копейки. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.